круглосуточном мероприятии, посвященном Дню татарской и башкирской культуры на Дону. Аплодисменты. Традиции татар имеют свои уникальные особенности и уходят корнями за много тысяч лет до нашей эры, являясь частью всемирного наследия. Традиции татарского народа складывались из накопленного житейского опыта, накопленной мудрости, тяги к прекрасному и широкой души многих поколений татар. Татары – это национальность, которая чтит свои традиции во всех сферах жизни. Мало кто знает, что существует в Ростовской области такой этнос, как донские татары. Их немного, но они оставили свой след в истории казачьего края. Российская Федеративная Республика является многонациональным государством. Здесь живут, работают и чтут свои традиции представители многих народов, одним из которых являются башкиры. Основная часть людей, принадлежащих к этой нации, проживает в Башкиротостане. На сегодняшний день в стране насчитывается более 1,5 миллиона башкир. Совсем недавно мы отметили одно из самых значимых событий – День Победы. Как и во всех войнах за независимость, которые вела Россия, большой вклад в победу внесла Башкирия. Из Башкирской АССР на фронт Великой Отечественной войны ушло более 700 тысяч человек. Около 300 тысяч из них погибли. За храбрость и отвагу 270 воинов из Башкирии было присвоено звание Героя Советского Союза, а 30 бойцам было присвоено звание кавалеры Ордена Славы. 112-я башкирская дивизия участвовала в освобождении Ростовской области. Братство наших народов – это неразрывная связь, это общая история, а главное – это крепкая дружба. Для приветственного слова на сцену приглашаются Курмакаева Надия Хайдаровна, председатель РОО «Татаро-Башкирский культурный центр» Якташлар, земляки, аплодисменты. На сцену приглашается Чудин Рашан Хасманович, заместитель председателя местной национальной культурной автономии татар Аксайского района Ростовской области. Аплодисменты. На сцену приглашается Курмакаев Равиль Ибрагимович, председатель местной национальной культурной автономии татар, город Ростов-на-Дону, Алга. Вперед! Аплодисменты! Слово предоставляется Курмакаевой Надие Хайдаровне. Добрый день, друзья! Поздравляю всех с праздником Дня татарской башкирской культуры. Первые упоминания о татарах на Дону в 1623 году были в ведомостях, которые были посланы о том, что татары есть в казачьих войсках. И с этих времен мы уже больше 400 лет вместе, дружно работаем на Донской земле. Последнее большое переселение татар это было в послевоенные годы, когда целыми деревнями с Пензенской области мы приезжали на строительство таких заводов, как Россельмаш, завод Буденного, Новочеркасский. Мы очень рады всех приветствовать и благодарим вас за внимание. Слово предоставляется Чудину Рушану Хасмановичу. Добрый день, большое спасибо, что вы все здесь собрались, чтобы побывать на нашем празднике, на Днях татаро-башкирской культуры, чтобы посмотреть, как все это выглядит, для тех, для кого это все в вновь, чтобы присоединиться к нам, вместе с нами попереживать и, как сказать,
чтобы понять, что и татары, и башкиры, и русские, и другие национальности ничем не отличаются в нашей стране. Все мы также, можно сказать, общим словом русские, потому что одна культура, один язык и одни мысли, один образ жизни. Большое спасибо вам всем. Огромное спасибо за такие теплые слова. Слово предоставляется Курмакаеву Равилю Ибрагимовичу. Добрый день всем. Все мои коллеги что-то такие серьезные исторические факты, а я хочу рассказать историю жизни, анекдот, что однажды у татарина спросили, как у вас будет назад? Он говорит, у нас назад нет, мы развернемся, Ялга, вперед. Вот поэтому желаю каждому, чтобы не было трудностей, чтобы они разворачивались и шли Алга. Мир вашему дому. Выражаем слова благодарности за колоссальный вклад в развитие и сохранение национальной культуры и традиций, национально-культурным объединением города Ростова-на-Дону. И еще раз аплодируем им. Дорогие друзья, организаторами сегодняшнего праздничного мероприятия является Татаро-Башкирский культурный центр «Якташлар», который активно сотрудничает с органами исполнительной власти, национальными объединениями и землячествами, содействуя сохранению многолетних традиций добрососедских взаимоотношений между народами Дона. Для вас поет концертный ансамбль «Успех» окружного дома офицеров Южного военного округа. Руководитель, заслуженная артистка Республик Дагестан и Ингушетия, лучший работник культуры Ростовской области Ася Компаниец. С чего начинается Родина?
творчество вам дарит Тугушева Эльвира, свой лап по воде. свое творчество белорусы Ростовской области. На сцене ансамбль народной песни «Славяночка».
чого ж ви хочете? Бояло, чтоб нема, кого ви любите. Бояло, чтоб нема, кого ви любите. Иванка не пришел, я до него пойду. Водицу с крыницы я ему отнесу. Водицу с крыницы я ему отнесу. Воды пить не буду, я наш холодненько. Люблю Марусю я наш молоденько. Люблю Марусю я наш молоденько. Тече вода в яру, водочку занесло. Водочка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Водочка тоненька, вода холодненька, А ты молоденька. водочка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Я ходила и блудила по вишневому саду, и сгубила я свое колечко, да и теперь я не найду. И сгубила я свое колечко, да и теперь я не найду. Мое колечко непростое, под полу качается. Ой, за кого же мне да не хотелось, бегой за мной гоняется.
Вам дарит свое творчество Малышева Дарья, ансамбль эстрадно-спортивного танца «Невесомость», руководитель Давыдюк Валерия, педагог-постановщик Гамидова Юлиана. «Пирожки». Поаплодируем нашей юной участнице. На сцене Щукина Арина, народный ансамбль народного танца «Алоника», руководитель, педагог высшей категории Онищенко Людмила Валерьевна, барыня-сударыня.
На сцене солистки эстрадно-фольклорного ансамбля «Красносадушка» Азовского района. Когда приходит праздник в дом и собираются друзья, мы вместе сядем за столом, у нас без этого нельзя. И всем по чарочке нальем, и станет жизнь так хороша. А песню так мы заведем, а песню так мы заведем, что запоет у нас душа. Чтоб еще не раз плясать бы, так повелось у нас, а жизнь прожита, чтоб не маяться, а полюбить так не раскаяться. Спеть бы, чтоб еще не раз плясать бы, так повелось у нас, а жизнь прожита, чтоб не маяться, а полюбить так не раскаяться. Дедов и отцов, что не вернулись из боев, и наших милых матерей, и дом, и первую любовь. Льется песня, как река, она легка и глубока, шумит веселье там и тут, шумит веселье там и тут, а ноги стали пляс идут. Чтоб еще не раз плясать бы, так повелось у нас, а жизнь прожита, чтоб не маяться, а полюбить так не раскаяться. Спеть бы, чтоб еще не раз плясать бы, так повелось у нас, а жизнь прожита, чтоб не маяться, а полюбить так не раскаяться. На сцене солистка эстрадно-фольклорного ансамбля «Красносадушки» Азовского района Лукьянченко Ирина. Тропиночка тянется через мостик в родные места. Как уедешь, а сердце останется, где раздольных полей красота. Вот за эту забойную волюшку даже жизни не жалко отдать. Ох, великая русская полюшка, ох, родная Россиюшка мать, запевай земляки, наливай мужики, за родимый наш край, да за вьюгу реки. Мы по первой нальем, да по третьей нальем, будем живы, авось не помрем. Мы по первой нальем,
руководитель-педагог высшей категории Онищенко Людмила Валерьевна. На сцене серебряные призеры чемпионата России по кавказским танцам, гран-призеры официального чемпионата России и чемпионы открытого клуба Северокавказского федерального округа по кавказским танцам. Ансамбль кавказского танца «Маленький джигит». Руководители Ливан Зазаевич и Тамара Кобовна Эбиташвили.
Свое творчество вам дарит хореографический ансамбль кавказского танца Академия Лезгинки, художественный руководитель Раджаб Магомедов, лауреат всероссийских и международных фестивалей, победитель многочисленных конкурсов в составе лучших коллективов Республики Дагестан. Вам дарит свое хореографическое творчество Пяткина Анастасия и Ковалева Виктория. Скакалки.
Для вас поет Шарахматова Сания, солистка эстрадно-фольклорного ансамбля «Красносадушка». Пронеслись годы лихо, в жизни неразбериха, и куда рвется сердце, никогда не попасть. Солнце над головами, шумными городами, побежит со мной вместе, чтобы в травы упасть. А я люблю свою Россию и гладь озер безумно синих, людей с открытой душою, страну судьбою непростою. Мне часто снится город детства, мальчишкой милым по соседству. Во сне бегу и улыбаюсь, и не хочу, но просыпаюсь. Утром яркое солнце заглянуло в оконце, заиграло лучами и касалось к лицу. Открывались все двери, чтобы в лучшие двери. Жить иду за мечтанием, и смотрю я в Творцу. А я люблю свою Россию и гладь озер безумно синих, людей с открытой душою, страну судьбою непростою. Мне часто снится город детства, с мальчишкой милым по соседству. Во сне бегу и улыбаюсь, и не хочу, но просыпаюсь. А я люблю свою Россию и гладь озер безумно синих, людей с открытой душою, страну судьбою непростою. Мне часто снится город детства, с мальчишкой милым по соседству. Во сне бегу и улыбаюсь, и не хочу, но просыпаюсь. Свое музыкальное творчество вам дарит оперный певец Рамин Азимов. Последний аккорд. Добрый день, дорогие друзья! С праздником, с Днем России! Над чужою землей догорал закат, на земле
Россия имеет больше национальностей, чем другие страны. И между ее народами царит мир и согласие, потому что мы единое целое. На сцене концертный ансамбль «Успех» окружного дома офицеров Южного военного округа, руководитель заслуженной артистка Республик Дагестан, Ингушетия Ася Компаниец. Дорогие друзья, наше мероприятие подошло к своему логическому завершению. Любите свою родину, помните свои традиции и уважайте место, в котором вы выросли. Нас связывает общая история и единая вера в дружбу и мир на земле. Мы единое целое. До новых встреч! Сегодня на мне национальный мужской татарский костюм. Издревле татары любили красочную и яркую одежду. Верхней одеждой
всегда была рубашка, названная у татаров кюльмяк. На ногах обычно носили такие брюки, как ыштан. А на ногах носили ичиги, и их носики всегда были повернуты к небу, так как докасаться до земли считалось некрасиво. Слева от меня представлен национальный башкирский костюм. В целом он очень близок к татарскому костюму, так как наши народы очень близки. Есть свои особенности национального орнамента, так как все же татары более ранее приняли оседлый образ жизни, башкиры же еще несколько век принимали кочевой образ жизни. Головным убором, что у татар, что у башкир, служила тюбетейка, тюбетяй, или, как говорят у татаров, копяч. Ее носили все, с мала до велика. Единственное, что более старшее поколение предпочитало более спокойные тона. Представители духовенства наматывали на тюбетейки особую белую ткань. Этот головной убор назывался чалма. На мне сегодня наряд богатой башкирской невесты. Он украшен монетами, мехом и вышивкой. Башкиры – очень мужественный народ. Раньше вели кочевой образ жизни, поэтому богатство девушки носили на себе. Это небольшая реконструкция старого горна. Когда не было вентиляторов, дули мехами. Они двухкамерные. Нижняя камера накачивает воздух в верхнюю, а верхняя под грузом равномерно сдувается, и поэтому дутье получается равномерное. Нам равномерное дутье нужно, чтобы равномерно нагревалась заготовка. У нас есть вот такая заготовка. Мы из нее сделаем гвоздик такой под историю. То есть здесь не хватает жала, острия, и не хватает шляпки. Клади туда, где пожарче. А вначале греем острие. Мы его так вот положили, подзакопали, отпустили. Взяли ручку мехов и тихонько дуем. А я пока еще уголька подброшу. Если бы мы ковали ночью, он бы уже весь красный был. Просто из-за того, что солнце, нам кажется, что он уже темный, но он уже готов. А какая температура? Ну, в угольном горне 1200 спокойно разгоняется. Вот тебе кузнечный молоток, он вот такой странной формы, потому что это реконструкция на 12 век. То есть это копия с музейного образца. Она очень интересна, потому что раньше, чтобы не мучиться с рукоятками, их делали всегда круглые под ветку. То есть вот так вот взял, взял новую ветку сухую, нужного размера отрубил, она же здесь уже, здесь толще. И все готово снова. Достаем, пока не остыло.
А у меня обычный молоток. Раз, 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 раз. Раз и промахнулся, просто поднимаешь молоток и ждешь следующей очереди удара. Раз, 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 раз. Так, давай теперь я чуть-чуть. Так, давай. Все, окей. Теперь смотри. Есть вот такой инструмент, он называется гвоздильня. В нем делается непосредственно шляпка гвоздя. Мы его сейчас нагреем, вот эту часть уже. Поставим в это отверстие, он туда сядет. Так, сейчас. Раз, два, три. Если промажешь, лучше остановись, я буковку поправлю и потом ударишь еще раз, хорошо? Да. Так. Готово. Ну, буква И читается. Сейчас гвоздь, несмотря на то, что он черный, он еще горячий. Сейчас мы его остудим. Если бы он был стальной, а не железный, то после холодной воды он стал бы еще тверже, закалился. Но железо не закаливается, потому что там нет углерода. Равнять будем или оставим таким уж, как получился? Чуть-чуть кривоватым. Пускай такой первый будет. Окей. Так, держи, он еще теплый.